Добрый вечер. Программа «Суть дела» в эфире Абхазского телевидения. 11 октября в Абхазии отмечают День образования Вооруженных сил республики. Кстати, несколько дней назад уже дан старт осеннему призыву в армии. И у нас в гостях сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Анатолий Хрулев. Будем мы говорить о том, как готовят новобранцев и какие проблемы связаны с этим процессом. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начать хочу наш разговор с праздничной даты, которую отмечает на этой неделе наша страна. Это День образования вооруженных сил. Какое значение имеет вот этот праздник? Вооруженные силы в любом случае это инструмент государства. И в тяжелое время для государства он привлекает вооруженные силы. Вооруженные силы Абхазии выкристаллизовывались и образовывались первоначально 92-93 год, а в последнем уже приходили определенные ретроспективные изменения, изменялись виды, форма вооруженных сил. И вот сейчас мы уже, согласно договора от 2014 года о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, проводим подготовку и создание абсолютно новых вооруженных сил на новых образцах техники и вооружения. Вы знаете, что ратифицировано соглашение о создании объединенной группировки. Сейчас идет совместное планирование. И уже 2017 год мы практически занимаемся совместно с 7-й военной базой. Оперативной подготовкой, боевой подготовкой личного состава. Несколько дней назад президент страны подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Конкретно даты уже определены, когда начнется кампания? Да, она началась уже с 1 октября. По исполнению указа президента республики от 23 сентября 2017 года о призыве в октябре-декабре граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении выслуживших в установленные сроки военнослужащих срочной службы. Согласно закона Республики Абхазия о воинской обязанности и военной службе, призыву на военную службу будут подлежать мужчины 18-27 лет, которые по состоянию здоровья и не имеющие отсрочки будут призваны. В настоящее время, с 1 октября, в районах уже республики и в городе Сухум созданы районные призывные комиссии, которые проводят освидетельствование медицинское призывного контингента. Но подача их в вооруженные силы начнется с 31 октября и закончится 29 декабря, 2 месяца. А сейчас работают пока районные. Значит, подача это будет отправка призывников уже с республиканской призывной комиссии, где особенностью этого года будет то, что будет новый председатель призывной комиссии республиканской и будет практически заменен весь состав медицинской комиссии республиканской призывной. Надо сказать, что призыв последних лет выявил и некоторые проблемы. Вот давайте послушаем, что говорит о состоянии здоровья призывников председатель врачебной призывной комиссии прошлого года Аслан Джопуа. Комиссия со своей поставленной задачей справляется, но другое дело, что эта работа должна проходить в другом чуть русле. То есть предыдущие несколько комиссий, когда отработали четко свое дело, сделали по призывникам, это во время приписки в 14 лет и в 16 лет. В 18 лет, когда мы уже с ним сталкиваемся, мы практически формально просто перепроверкой документов личного дела, все вот как бы подтверждаем. Но когда в личном деле нету записи, в 14 лет он болел, не болел, с детства что с ним происходило, в 16 лет какие-нибудь были заболевания или нет, то есть мы, не отслеживая это, сталкиваясь с ним уже в 18 лет, вынуждены все вот это упущенное наверстывать уже на призывной республиканской комиссии. Вот с этим связаны сложности. О самих призывниках, если говорить, именно за то, что неправильный образ какой-то жизни, да, ведется культурно-массовых мероприятиях, в которых должен участвовать молодой человек, а то, что он обездвижен, сидит и нечего, негде этим заняться, это пагубно влияет на здоровье. С появлением разных гаджетов,
Молодежь, значит, пользуясь разными телефонами, планшетами, пагубно на их зрение это влияет. Если вот в советские годы существовала такая организация, как ДОСААФ, они помогали в подготовке таких людей. Сейчас кто вот занимается этим в республике? Сейчас практически этим вопросом мало кто занимается. ДОСААФ это было раньше, как вы правильно отметили, но это уже подготовка специалистов узких для вооруженных сил. Сейчас основная задача стоит или лежит на школах, на учете молодежи в начальном медицинском образовательном учреждении, где они проходят. Но здесь я согласен с товарищем Джопа, то, что слишком много призывного контингента больной. Верховный главнокомандующий или президент видит эту проблему, потому что он ежегодно в апреле месяце проводит заслушивание нас, всего руководящего состава, не только вооруженных сил, но и министров, где подводятся итоги призыва и делаются, как бы сказать, выводы из этого, и намечаются задачи решения в последующем этих мероприятий. В данное время сейчас на основании указа президента проводится внесение изменений или переработка законодательной базы этого, в частности, закона, а также доработка других законодательных актов на то, чтобы усилить роль подготовки молодого пополнения в школах, обратить особое внимание на их физическое состояние, плюс и состояние здоровья, и как можно больше, чтобы молодежи проходила службу в вооруженных силах. Мы должны быть в любое время готовы к выполнению задачи по защите своего Отечества. Ведь эту задачу никого с мужского населения не снимал. Да плюс еще сколько женщин принимало участие в 92-93 году. Вот у нас сейчас тоже женщины военнослужащие, их, правда, мало в вооруженных силах. Но это основа, будем говорить, и обязанность мужского населения. А как женщины, кстати, в вооруженные силы попадают? По специальности, есть дефицитные специальности. По образованию мы подходим к этому дифференцированно. Со школами все понятно. Вот в Абхазском государственном университете была военная кафедра, но сейчас, Да. насколько я знаю, она не функционирует. С чем это связано или будет ли Я вообще за она ректора заработает? не могу сказать, с чем это связано, как, но мы готовим молодое пополнение, вот офицеров, а также отправляем, здесь принимаем экзамены у себя и отправляем в Российскую Федерацию по соглашению на подготовку офицерских кадров по специальности, которые необходимы по военно-учетной специальности нам. Плюс у нас училище, Сухумское военное училище высшее, где мы готовим офицеров, артиллеристов, танкистов, узких специальностей. И практически мы ежегодно делаем выпуск от 10 до 13-14 человек. Не секрет, что многие пытаются уклониться от военной службы. Какие меры предпринимаются? Я думаю, что вы нам не можете сказать количество. Да, есть такая проблема. Нет, это, понимаете, самый-самый-самый мизер, который пытается уклониться под различными предлогами. Но в основном ими занимаются правоохранительные органы и органы прокуратуры. Вот. И если он уклоняется, военком подают данные на этих призывников в прокуратуру, в МВД, они с ними проводят профилактические работы. Но, будем говорить так, от тех, кто уклоняется, после проведенных определенных мероприятий, они возвращаются в строй. Им грозит уголовная ответственность. Вначале нет. Сначала административная. Одного уголовного дела не было возбуждено в отношении тех, кто уклоняется от военной службы. Есть ли такие факты? Уголовные дела как возбуждались, но в последующем они закрывались за отсутствием состава преступления, потому что человек, порой в меру своей необученности или незнания пытается найти форму уклонения. После проведения определенных разъяснительных мероприятий он от своих попыток отказывается, будем говорить так, и в любом случае приходит служить. Кому грозит уголовная ответственность? Тот, конкретно? Который злостно уклоняется, умышленно уклоняется от службы в вооруженных силах. Дело в том, что сейчас вот я сказал вначале об внесении изменений в законодательные акты некоторые, что в законе о госслужбе в конечном итоге будет прописано, что мужчина, который или гражданин мужского пола, который не проходил службу в вооруженных силах, не может быть какой-то срок быть назначен или выбран в органы государственной власти, в органы местных органов управления. Но если он маме родине не отдал свой долг, зачем он будет руководить другими?
Это касается не только руководящих каких-то, да, Ну, это в речь законе идет- будет все прописано, оно просто сейчас прорабатывается, понимаете, там всякие мнения есть, вот, но одно мнение есть, что мужское население в любом случае должно пройти службу в вооруженных силах. Есть еще разногласия по поводу закона, что там четко не прописано, кто конкретно имеет право на отсрочку. Нет, Например? это, я уже говорил, статья 23 о законе о воинской обязанности военной службы, там прописано конкретно кто что. Там единственное есть вопрос такой, знаете, понятийного характера высшего образования. Высшее образование по закону это следующее после среднего. Оно 4 года, а потом уже все остальное. А вот внутреннее состояние армии самой, какие условия там? Проводятся занятия по всем видам боевой подготовки. Давайте мы посмотрим сюжет, который мы сняли в одной из Давайте, частей. пожалуйста. От 15 до 19 секунд на разборку автомата. Таковы нормативы для военнослужащих. Конечно, для этого нужна подготовка. Призывники, попадая в ряды абхазской армии, обучаются не только умению владеть оружием. Ежедневно они проходят занятия по строевой и физической подготовке, изучают уставы и кодекс поведения военнослужащего. Гражданская жизнь, то есть намного, конечно, отличается от военной. Они попадают в другой мир, как можно так сказать, в другую среду, где у нас все согласно распорядка дня, согласно приказов командиров присутствует единоначалие. Конечно, для них это все новое. День военнослужащих начинается в 6 утра с зарядки, затем завтрак. Причем армейская дисциплина чувствуется во всем. В столовую они входят не иначе, как стройным маршем. Современные военнослужащие приходят в армию испытать себя. Аслан Аргун уже успел отслужить 9 месяцев в комендантской роте Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии. Самое сложное, по его мнению, свыкнуться с новыми правилами и дисциплиной. Не зря говорят, армия меняет людей. Вначале сложно очень, конечно, новые люди, атмосфера, обстановка, все другое, но со временем, конечно, привыкаешь. Военный билет, это, как вам сказать, это сложно объяснить вам. Это признак того, что отдал честь своей родине. В армию попадают физически здоровые молодые люди, но оторванные от привычных условий жизни, часто многим из них требуется психологическая поддержка. Адаптироваться в новых условиях, разъяснить, помочь – все это входит в обязанности Нины Квиквискири. Психологом в Министерстве обороны она работает уже более 10 лет. Есть такое направление психологии, как психологическое консультирование, и каждый желающий поговорить с психологом приходит сюда, и не только военнослужащие, но и члены их семьи. Срок военной службы зависит от того, есть ли у призывника высшее образование. Для окончивших вуз служба длится год, для остальных – 18 месяцев. Ну а в ближайшие дни для некоторых из военнослужащих этой роты служба в армии завершится. В результате осенней призывной кампании им на смену придут другие молодые люди, которым еще предстоит попотеть за военный билет. Вот это рабочие, можно сказать, будни. Я даже больше вам скажу, кроме тех военнослужащих, которые вот сейчас проходят срочную службу, мы большое внимание уделяем военнослужащим, которые находятся в запасе. У нас замминистра по подготовке соединений частей резерва Владимир Иванович Анов сейчас готовит сборовые мероприятия на базе Ачимчирского военного комиссариата. Там же будут сборы проводиться с людьми, которые находятся в запасе, проводиться мероприятия боевой подготовки. Это все идет в плановом порядке. И я думаю, все ребята в дальнейшем будут, опираясь на все эти моменты, изъявлять желание, но не то, что изъявлять, это в дальнейшем является как бы опорой, стержнем тем, который будет в течение всей жизни его сопровождать. И он уже осознанно будет выбирать себе дальнейшую работу, осознанно содержать семью, заботиться о всех. Он защитник.
Его сама природа создала защитником. Он должен выполнять эти функции. Если раньше новобранца провожали со слезами на глазах и встречали как героя, сейчас немного как бы и ценности, и приоритеты в обществе другие, и у молодежи тоже, да? Как их так воспитать, чтобы Вот авторитет если армии? Вы Пушкина помните, Арина Родионовна, воспитательница, да? Армия — это не Арина Родионовна, это уже школа жизни, которая как бы является фундаментом для мужчин всей дальнейшей жизни. Вот что армия. И со слезами, ну да, маме жалко, уходит дитё, там 1,5 года, но там никакие у нас ограничения нет. Да, первые пока курс молодого бойца, 2-й месяц службы, а потом и увольнение военнослужащих ходит, согласно 1/3 в увольнение. И если, допустим, какие-то усиления идут, тогда они ходят отпуск военнослужащим. И всякие бывают жизненные ситуации, там родители, кто-то приболел или еще что-то, мы представляем, это у нас по закону положено, и здесь даже никаких, будем говорить так, задержек со стороны руководства и командования абсолютно нет. И вот Мираб Борисович, министр обороны, этому уделяет особое внимание, потому что это дети. Наконец, завершая беседу, хотелось бы узнать, когда планируете завершить осенний призыв и какие итоги ждете? 29 декабря будет последняя подача молодого пополнения в войска. Вот. Президент, главнокомандующий, поставил задачу 400 человек. Задача эта будет выполнена. Призовем, в первую очередь будет укомплектованное подразделение Министерства обороны, в последующую очередь уже по морально-деловым качествам будут другие силовые структуры доукомплектовываться. Мы сейчас на базе Министерства обороны делаем сборный пункт, где молодежь проходит курс молодого бойца, принимает присягу, там с ними очень плотно работают психологи, вот, выясняя деловые качества, моральные качества, устойчивость, психику, все аспекты жизни, для того, чтобы рекомендовать в последующем, где этот призывник будет проходить службу. Спасибо большое. Вам спасибо за то, что пригласили. Нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о подготовке к осеннему призыву в армию. Я прощаюсь с вами, увидимся через неделю.